Пусть бежит через долгие милы, поведем матушкину сказку. Только новые мне мотивы. Три девицы под окном говорили вечерком, молвит первая девица. Как бы я была царицей, мне бы Макса окрутить, на себе его женить. Дом огромный, с лимузином, возле дома тополя. Есть ковры и пианино, сколько в горке хрусталя. Мебель польская на кухне, вещи супер-пупер-ес, кошелек от денег пухнет, 600-й Мерседес, мама Макса, суперледи, папа, новый бизнесмен. Ох, мне бы Макса крутить, на себе его женить. Он, по-моему, не скуп, очаровашка и не глуп. Молвит средняя девица. Кабы я была царица, я в любое время года занималась только модой. По своей фигуре тонкой заимела 3 дубленки, мини, макси, что покруче, а духи лишь только Гуччи. А скажи, девица нам, финансы есть к твоим мечтам? Я у мамочки одна, я у папочки одна. Они сами очень рады покупать мне все наряды. Молвит третья девица. Однажды на уроке тоски заметила я учителя у доски. Прислушалась и вдруг стала понимать и что-то в тетради разумно писать. Дома решил тему поучить. И зачем эту тему заучить? И трояк показалось мне поучить мало. И не хочу я больше гулять. Вот кислоту на дискотеках писать. Не хочу зависеть от папы и мамы, и от мужа Ивана Болвана. Решила я хорошо учиться. А мужья пусть сухнут и ждут, пока я не закончу свой институт. Вот и сказочки конец. Вам решать, кто молодец.